Одна из древнейших стран мира, горы, пронизывающие облака, люди, открывающие свои сердца, храмы с тысячелетней историей. Но обо всем по порядку. Вернемся к началу. Армянское гостеприимство начинается еще в Уфе. Между вами и этими видами всего 3 часа полета. Рейс Уфа-Ереван, Armenian Airlines. Еженедельно по средам из башкирской столицы самолет отправляется в одну из красивейших стран мира. И чтобы путешественники не потратили ни минуты впустую, пунктуальность рейсов и комфорт авиакомпания ставит в приоритет. Добро пожаловать в Ереван. Приятного вам отдыха. До свидания. Замечательно. Добро пожаловать в Ереван. Людям, прибывающим в Армению, я думаю, они получат огромное удовольствие, побывав в разных частях Армении. Да, она маленькая, и я думаю, здесь расстояние не помеха. То есть доехать с одного края в другой край Армении, насладиться буквально природой и всеми остальными достопримечательностями. Так что добро пожаловать в Армению. В Армению приезжают не только ради того, чтобы подняться в горы, но и чтобы с них спуститься. Горнолыжный курорт Захкадзор – место, где в советские годы проходили подготовку сборной СССР. Верхняя точка катания – 2819 метров. Самый длинный спуск – 8 километров. И главное – никаких очередей. Попали еще вовремя, снега много выпало, поэтому снега предостаточно. Мы фрирайдеры, любим по лесам кататься, и в связи с этим нас катание полностью устраивает и более чем достаточно. Да, трассы подготовлены очень хорошо, все время затрачено. Людей, да, немного, это радует. И, в принципе, местное население очень открытое, очень вкусная еда, вкусное вино. Все такие дружелюбные, отзывчивые, всегда помогут, подскажут. В общем, Армения класс, приезжайте. Вообще в восторге пока что. Желаем вернуться даже летом сюда, посмотреть, летом, да, как здесь летом. На Захкадзоре есть комплекс экстремальных спусков с крутым углом. Но трассу по вкусу найдут не только любители риска, но и поклонники спокойного, размеренного спуска. Очень удобно, особенно для людей, как мы, не сильно спортивных, но любящих это дело. Еще здесь очень, конечно, красиво. Мы катались в разных горах, но вот эту вот панораму, которую ты видишь, когда спускаешься, она просто, конечно, завораживает. Вот в такие солнечные дни просто счастье какое-то, да. Мы прям целенаправленно второй раз. И, наверное, не последний. Даже в 3 долинах такой панорамы нет. В целом очень душевно. И люди, вот мы приехали, говорят: о, вы же в прошлом году у нас были, как мы вас любим. Да. И даже если не кататься, сюда все-таки стоит приехать. Хотя бы для того, чтобы подняться на высоту 3000 метров и выпить чаю вот с таким видом. Армения – это музей под открытым небом, где главные реликвии – древние храмы и монастыри. Их строили в живописнейших местах на возвышенностях, а порой и прорубали в скалах. Так было и с уникальнейшим монастырем Гегард, внесенным в список наследия ЮНЕСКО. Это храмовый комплекс, часть которого – пещерные церкви. Святыня, ставшая произведением искусства. Барельефы, как окно в прошлое, способны рассказать о многом. Стены, пережившие почти тысячелетия. Кажется, звук касается купола и возвращается обратно уже мириадами голосов. Это еще одна удивительная часть монастыря – усыпальница князя Попака. Эхо здесь держится до 40 секунд, из-за чего голос одного исполнителя может звучать как целый хор. Они в купол закладывали пустые глиняные кувшины, карасы так называемые, и это придавало именно акустику. Мы находимся на территории монастыря Хор-Вирапа. Это, наверное, самая красочная и самая близлежащая к Арарату смотровая площадка, так как гора находится уже на территории Турции. Вид отсюда открывается потрясающий, и я советую посмотреть это обязательно вживую. Чуть дальше уже находится территория другого государства, Турции, и даже можно отсюда рассмотреть первые курдские деревушки. Арарат – священная гора, запечатленная не только на гербе страны, но и в сердце каждого армянина. Считается, что именно здесь сел на мель Ноев ковчег. Храм Хор-Вирапа – одно из самых почитаемых мест Армении, как раз находится недалеко от Арарата. Это особое место. Именно здесь в 301 году правитель страны обратился в христианство, а вскоре Армения стала первой страной, официально принявшей эту религию.
Здесь долгое время в заточении находился первый патриарх армянского народа, святой Григор Просветитель. Выйдя из заточения, он крестил первого христианского царя Тердата, его семью, придворных Адалия и весь народ. В хор Вирап люди приходят с любыми просьбами и возвращаются с благодарением, так как получили ответ. Армения бывает разной, она уж точно умеет удивлять. По количеству снега вы уже могли догадаться, что мы не в Греции, хотя очень на то похоже. Находимся мы в уникальном месте не только для Армении, но и для всего постсоветского пространства. Это единственный сохранившийся языческий храм, притом сохранившийся в стране, где впервые в мире было принято христианство. Первое, что приходит на ум при взгляде на здание – знаменитый храм Афины. Все потому, что здесь при строительстве также были соблюдены каноны греческой архитектуры. Но Армению в этом изящном барельефе все же можно разглядеть. В орнаменте видны грозди винограда, гранат и листья орешника. Такая эллинистическая стилистика с армянским колоритом. К сожалению, не все богатство истории Армении сохранилось. Храм Звартноц, он же храм Бдящих ангелов. Большая часть была разрушена землетрясением. Опоры здания треснули, и многотонная 40-метровая конструкция рухнула. Константин II, который был впечатлен этим храмом, и пригласил главного архитектора Гофхана, чтобы тот поехал вместе с ним в столицу Византии, в Константинополь, и там построил такой же храм. Но архитектор был в преклонном возрасте, по пути он скончался. Все историки в основном восхищались этим храмом. Один его называл лучезарной церковью, другой говорил, что храм достойный божественной славы. В музее можно увидеть, каким монументальным было строение. Реставраторам удалось восстановить лишь первый ярус храма, но придя сюда и встав в центр, можно прочувствовать некогда величие этого места. В Армении нет моря, зато здесь есть Сиван, озеро, обрамленное горным хребтом. Место прекрасное и зимой, и летом. А какие виды открываются с высоты? Армения – это у нас гостеприимные земля, которые мы на этом земле древнейший народ. И живем, и каждому предлагаем, чтобы приезжать сюда, посмотреть. Интересный мир, мои дорогие. Армяне сами как достопримечательность. Гостеприимство чувствуется во всем. Совершенно незнакомые люди уже через пару минут пригласят в дом или угостят гроздью винограда. Не возьмешь – обидится. Еда в Армении – это особое удовольствие. Эти прекрасные женщины почти 20 лет занимаются выпеканием хлеба. Казалось бы, простейшая еда, но как вкусно. В их исполнении все превращается в гастрономическое искусство со своей философией. Если у тебя плохое настроение, то хлеб не будет хороший. Поэтому надо всегда с душой, да, конечно. Одно из легендарных мест находится в самом Ереване – коньячный завод «Арарат». Здесь же в музее хранители приоткроют завесы тайны и расскажут, в чем секрет напитка. Виноград, выращенный в Армении, древесина кавказского дуба, родниковая вода и талант мастеров. Вот в этих бочках, можно сказать, и происходит главное таинство. В них выдерживается спирт. Но во время этого процесса коньяк теряет свою крепость и испаряется через споры в древесины. В среднем в год это от 2 до 4%. И как бы в утешение это прозвали «долей ангела». Армения – это не только древние храмы и живописные виды. Это место, в котором люди чтят свою историю, но и идут дальше. В центре Еревана есть удивительное заведение – джаз-клуб «Малхас». Это было круто, спасибо. У нас сейчас с джазом вообще круто. Все в Ереване, все слушают джаз, все посещают джазовые мероприятия. Когда я пою, вообще я думаю о другом. Совсем у меня отключается мозг от всего вообще, что происходит в мире. Я просто живу этой музыкой, живу теми людьми, с которыми я участвую в бенде, да, в коллективе. А для вас что значит джаз? Свобода.
И эту свободу через музыку они несут с 30-х годов прошлого века. Тогда в Армении начали появляться первые джаз-бенды. Чтобы попасть сюда, место нужно бронировать заранее. И если повезет, на сцену после полуночи выйдет человек, которому в Армении иначе как маэстро не обращаются. Левон Малхасян – основатель клуба и легенда армянского джаза. Он объездил с гастролями полсотни стран, был знаком с известными джазменами. Ему предлагали работать в Штатах, в Европе, но он беззаветно влюблен в две вещи. И одно без другого для него не может существовать. Для меня джаз – это моя жизнь. Поскольку из моих 80 лет, 60 лет я играю джаз. Я люблю Ереван и джаз. Все те достижения, если их можно считать достижениями, получил от своего города, где я родился, вырос и никогда нигде не жил, кроме Еревана. А все эти 40-50 стран, которые я объездил, на 13-й день я должен быть в Ереване. В центре Еревана на площади Республики высится красивое монументальное здание – обитель культуры. В Музее истории Армении можно узнать о прошлом не только этой страны, но и всей цивилизации. Здесь, к примеру, хранится самая древняя в мире кожаная обувь. Ей более 5500 лет. Размер, кстати, 37-й. Тут же вам раскроют секрет таинственных наскальных изображений. А из Британского музея на время перебрались голова и рука древнейшей бронзовой статуи богини Анаид. Музей уникален тем, что свое повествование экскурсоводы начнут с незапамятных времен, то есть даже не как армяне, а как первобытные жители, вообще человечество, как у нас на территории появляется. У нас в музее насчитывается свыше 400 тысяч экспонатов. Эксклюзивная экскурсия, которая состоялась благодаря Фонду развития культуры Армении, как очередной жест гостеприимства. Свои двери Музей истории и Национальная галерея распахнули специально для нас в нерабочий день. Армения – страна без выхода к морю, но именно армянин в свое время смог лучше всех понять и разгадать эту стихию. Аванес Айвазян, он же Иван Айвазовский. В Национальной галерее хранится коллекция, в которой около 90 картин великого мариниста. В галерее также большое собрание европейского искусства. И отдельное внимание стоит уделить армянским художникам. Они помогут лучше понять страну и взглянуть на нее через свои картины. Если вы захотите познакомиться с одной из лучших коллекций Айвазовского, где обнаружите, конечно же, также его пейзажи и спокойно, наконец, море, то есть стиль, то, конечно же, добро пожаловать в Национальную галерею, в которой вы также познакомитесь со многими другими художниками, которые вас, конечно же, очаруют. Передадут ту самую любовь, интерес и, конечно же, свет, который очень часто мы наблюдаем не только у импрессионистов, а также у многих других художников. Добро пожаловать! Фраза, перевод которой со всех языков мира можно понять по одной улыбке. Армения хоть и небольшая страна, но за одну поездку вы не охватите и половину. И в вашем сердце для нее точно найдется место. А уже в воздухе вы почувствуете, что Армения словно не хочет отпускать, приковывая ваш взгляд к величественному Арарату. И глядя на это, невозможно не пообещать вернуться сюда снова. Впереди 3 часа полета. Самое время вспомнить все то, что делает Армению теплой даже в холодное время года.